Наталья Солчак, мама 3 детей. В поликлинику и в больницу ходила как на работу, но до поры до времени. А именно, когда родила 3-го сына, то поняла, что не может получить качественную медицинскую помощь в Кызыле. Когда родила 3-го ребенка, получается, мы почти всех специалистов мы прошли платно, потому что, по-моему, был только невропатолог в поликлинике. И то к этому невропатологу мы день отстояли с мужем, 2-й день. Но с грудным ребенком это невозможно, его нужно кормить. Там, и очередь такая огромная. То есть это толкучка, это не так, что там все распределено. В общем, мы всех прошли платно. Но не у всех граждан в Туве есть возможность посещать платные клиники. Ведь даже забор крови обходится в приличную сумму. Наталья тратит на посещение около 1000 рублей. Ну вот лет 5-10 назад, если ты обратишься к платному специалисту, ты точно мог бы получить реальную какую-то помощь, да, проконсультироваться. То сейчас даже обращаюсь я платно, все равно это тоже такая же очередь, хоть здесь тебя примут по, как сказать, четко по времени, да, тем не менее все равно у этого врача тоже 3-4 минуты, и дальше уже следующая 1000 рублей подошла, да, как в маршрутке. Поэтому все, ты тут успел что-то рассказать, что тебя беспокоит. И как бы грамотную помощь не получил, даже за деньги. Из Тувы врачи стали уезжать несколько лет назад, когда на Сахалине начала работать новая программа развития здравоохранения Сахалинской области. В рамках этого документа специалистам, проработавшим не менее 5 лет, выдается единовременная денежная выплата. В зависимости от района, куда прибывает специалист. Эта сумма варьируется от 750 тысяч до 1 миллиона 300 тысяч рублей. На Сахалине там все-таки побольше платят. А зарплата маленькая, поэтому и вот у нас в Туве еще вот жилье очень дорогое, на жизнь не хватает, поэтому уезжает, наверное. Зарплата недовольны, наверное, там больше говорят, получают где-то. Помимо финансовой поддержки, Минздрав предоставляет служебное жилье, дополнительно субсидирует коммунальные расходы. Субсидии составляют от 50 до 100% в зависимости от места проживания. Бесспорно, такая поддержка очень хорошо мотивирует тувинских медработников. А в республике, между тем, почти нет докторов узких специальностей. Я вот во 2-ю поликлинику кардиологу надо было, через 1,5 месяца мне только туда на талончик дали. Кардиологу попасть, чтобы. А каких вообще специалистов в основном не хватает? Кардиологов не хватает, наверное. А и неврологов, наверное, не хватает. Таких, хороших. Я к врачам вообще почти что не хожу. Ага. А как вы думаете? По поликлиникам не бегаю. Мы позвонили в 2 поликлиники города Кызыла. Врачей назвали наугад. Аллерголог у вас есть? Аллерголога пока нет, врача нет. Врача нет. У вас поликлиника есть гематолог? Нету. Нет. А где Нет. есть, мне подскажете? Не знаю, наверное, нету нигде. Оказалось, что аллерголога нет, гематолога тоже нет. А вот к единственному ортопеду-травматологу запись аж до 12 февраля. До 12 числа же все заполнено. До 12 числа? Да. А что, не попасть, что ли, к нему теперь? Могу принимать только по записи. Из-за оттока кадров в Туве в основном не хватает врачей именно узкой специальности. И если в Кызыле еще более-менее можно получить медицинскую помощь, то про районы уж можно промолчать. Так, в Байтайгинском, Терехольском, Тоджинском и Ингунтайгинском районах не хватает медицинских кадров. Тувинские медики лечат сахалинцев и жителей других областей, где местные власти делают все, чтобы привлечь лучших специалистов и тем самым решают свою кадровую проблему. А Тува потеряла сотни врачей. На подготовку и обучение каждого из них республика потратила бюджетные деньги и как минимум 10 лет. Альмира Синди, Культыгина Шина, 8 канал ТВА.